Для многих россиян оплата жилищно-коммунальных услуг стала серьезной финансовой проблемой. Чтобы помочь таким слоям населения, существует отдельная компенсация от государства, субсидия на оплату ЖКХ, то есть выплата денежных средств на безвозвратной основе. Более подробно о том, как получить субсидии, нам расскажет Наталья Корнилова, ведущий экономист отдела по работе с физическими лицами агентства субсидий нашей республики. Наталья, доброе утро. Здравствуйте. Итак, что такое субсидии на ЖКХ? Ну, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг – это вид государственной помощи, который предоставляется при одновременном соответствии нескольким условиям. Какие это условия? Да? Это наличие гражданства Российской Федерации, наличие основания пользования жилым помещением, наличие постоянной прописки, также отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги и если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 15% от совокупного дохода семьи. А сколько семей вообще в нашей республике, которые пользуются вот этой компенсацией? Ну, за первое полугодие 2018 года субсидией воспользовались более 22 тысяч семей на общую сумму где-то 390 миллионов рублей. Угу. А на какие виды ЖКХ оформляются субсидии? Ну, если заявитель проживает в многоквартирном доме, то это услуги, которыми он пользуется, жилищно-коммунальные. Газ, вода, водоотведение, отопление, электроэнергия и взносы на капитальный ремонт. А если же заявитель живет в частном секторе, то это коммунальные услуги, да, то есть отопление газовое, печное или же центральное, может быть электроотопление, также электроэнергия и подвоз воды, если в муниципальном образовании есть утвержденный тариф именно на подвоз воды. Наверняка нужно будет собрать большой перечень документов, да, чтобы оформить эти субсидии. Вот многим гражданам кажется, что очень много собирать документов, бюрократия, вот так считают, да? Но на самом деле вот основной перечень документов – это вот документы личного характера. Это те документы, которые есть у человека вот у себя дома. Каждого, да? Да. Это документы на дом, личные документы, это паспорта, свидетельство о рождении детей. СНИЛС, может быть, да? Ну, это да, это тоже. Квитанции об оплате за жилищно-коммунальные услуги, документы о доходах, которые вот человек может взять с работы, справка 2 НДФЛ и реквизиты в банке для перечисления субсидий именно. А агентство субсидий, в свою очередь, самостоятельно может запрашивать в рамках межведомственного взаимодействия информацию пенсионного фонда, у Росреестра, органов соцзащиты, органов занятости и муниципальных образований. То есть человеку не надо никуда ходить. А вот квитанции, вы сказали, да, на оплату ЖКХ, за какой период нужно будет принести? Квитанции надо будет за последние 6 месяцев, если это вот при повторном обращении. Если же человек обращается в первый раз, то это квитанция за последний месяц именно. 1 месяц? Да, закрытый месяц. А вообще как рассчитывается размер субсидии? Ну, субсидия у нас рассчитывается индивидуально для каждой семьи, для каждого заявителя, потому что у нас у всех разный состав семьи, да, количество прописанных, разная площадь жилья, разные расходы, да, поэтому расчет делается индивидуально для каждой семьи. То есть размер субсидии у людей будет совершенно разный. А есть какая-то одна формула, по которой можно вот определить размер субсидии? Ну, да, формула есть, но это вот сейчас рассказывать это очень подробно надо будет. Ну, вы по ней, да, высчитываете, да. Получается? Ну, грубо говоря, если пример, да, взять, возьмем семью обычную, простую, да, у которой доход семьи, ну, возьмем 30 тысяч. То есть из своего бюджета, из 30 тысяч, семья может, вот 15% это 4,5 тысячи оплачивать. А по факту он оплачивает там 7 тысяч. Получается, субсидия у него будет разница вот между семьей и 4,5 тысяч. 2,5 тысячи это будет, получается, субсидия. А куда нужно вот подавать документы, о которых мы ранее говорили? Ну, документы можно подать непосредственно в наши службы. Вот по всей республике, во всех районах у нас есть службы территориальные. Или же можно подать через МФЦ, они тоже принимают документы. И можно подать также через портал государственных муниципальных услуг Е-Якутия. Это очень удобно, потому что документы подаются не выходя из дома, при наличии действующего, работающего интернета и подтвержденных учетной записи.
Если есть учетная Да, запись, если то учетная запись есть, то там все просто, там все пошагово указано, и ничего сложного в этом нет. А сроки каковы? Вот, допустим, через госуслуги все оформляется, через какое время я уже могу получить? Все то же самое, то есть условия те же самые, как и если подавать документы вот самостоятельно. И если документы подаются до 15 числа действующего месяца, ну, то есть месяца, да, то субсидия будет оформляться с этого месяца. Если же после 16-го, то уже со следующего. Следующего месяца. Да, у нас субсидия оформляется на полгода. Ну, например, сейчас уже октябрь, если до 15 октября успеют подать документы, то с октября будет. Что ж, огромное спасибо, Наталья, за полезную информацию. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся завтра.